Алисас Анна, ученица 10 класса, детский дом номер 3, город Сыктывкар. Тема моего доклада – исполненный обет. Патриотизм – это прежде всего верность божественному замыслу о своей земле и о своем народе. В наше время это особо важно, ведь без патриотизма нам не сохранить ни своей веры, ни государства. 17 декабря в Республике Коми многие православные христиане поминают схимонаха Кирика, народного батюшку. Родился он в крестьянской семье в 1910 году в селе Муелдино Усть-Куломского района. Мальчик рос очень болезненным. Верующая мать жалела первенца, и поэтому в 1912 году отправилась из села Муелдино в Ульяновский монастырь. Дала обет Богу: если мальчик будет жить, то отдаст его в церковную обитель на послушание. Читать Сергей научился очень рано, и по-церковно-славянски тоже умел. Потом он пошел в 1 класс. Каждый урок начинался с прочтения вслух молитвы. Его ставили перед 4 классами, и он читал, хотя многие другие дети и постарше были. Из воспоминаний отца Сергия. Было мне 5-6 лет, помню. Матери платок накину, вот и ряса мне. Да келдучину возьму и бегаю, размахиваю, как кадилом, и пою, и же херувимы. Священника в общем играл, а ребята соседские вместо диаконов и псаломщиков были. Мы ведь и богослужебные слова знали, в церковь часто нас водили. Как и все, Сергей Паршуков вступил в комсомол. До 1930 года он работал в единоличном хозяйстве у отца. Затем вступил в колхоз и уехал в Сыктывкар учиться на рабфак, закончив который он поступил в Архангельский лесотехнический институт. Но тут умер отец. Вернувшись, юноша учительствует. Заметив его педагогические способности, его берут в Сыктывкарский пединститут. И на первом же курсе с партией лучших студентов его направляют в Новосибирскую школу НКВД СССР, закончив которую он по распределению попадает во Владивосток. На развилке 1937 года и определилась судьба Сергея Паршукова. Пойти по пути, который неизбежно привел бы его к духовной гибели, молодой сотрудник школы НКВД не смог. И могло ли случиться с ним большее чудо, чем то, которое спасло ему жизнь? Прибыв на место службы, Сергей Паршуков заболевает, и причем так серьезно, что его переводят в запас с инвалидностью по 3-й группе. Было ему тогда 30 лет. Война застала его в селе Уснем Усть-Куломского района. Там он в школе математику преподавал. Был уже женат. Оправился от болезни в 1943 году. Сначала его направили в Великий Усюг, в офицерскую школу, но он отпросился на фронт. Начал с Калининского фронта простым пехотинцем, дошел до Латвии. Из воспоминаний. Случай один всю душу мне перевернул. Латвия, июль месяц. В составе полка вброд форсируем речку Юру. На той стороне поле. Идем по нему. Из ближнего леса немец огонь открыл. Упал связной. Совсем мало нас осталось. Что делать? Все тут в чистом поле погибаем. Лег под мертвого связного, поглядывал. Тут дивизия подходит. Я вылез, немцы победили. Один офицер погоны себя сорвал. Бросил, а я видел, что он до последнего момента отстреливается. Я так разозлился. Развернул его, чтобы лица не видеть, и выстрелил. Вот какой грех вышел, и по сей день он на мне. А от полка остался командир, я и еще несколько человек. Комполка мне медаль за отвагу повесил. Я нашла архивные документы с сайтов «Память народа» и «Подвиг народа». Сергей Паршуков был награжден 9 июня 1945 года орденом «Красная звезда» и 9 июля 1945 года медалью за отвагу. Выписка из наградного листа. Сергей Паршуков был командиром стрелкового взвода. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1944 года по март 1945 года в Прибалтийской операции. Ранен 5 раз. На фронте рядом со смертью детская вера в Бога с большей силой возросла в отце Сергии. И именно благодаря вере, как считает он сам, и остался жив. Именно там, на фронте, он точно решил посвятить себя Богу. Из воспоминаний. И Бог меня берег. Помню, перестрелка затихла. Прислонился
взять березе помолиться, и голос будто говорит: уходи из этого места. Отошел я, другой солдат туда встал, снаряд прилетел, разорвавший щепки разбил березу, а тому солдату ногу оторвало. И другие такие же случаи были. Однажды в госпитале было явление. Пришел ко мне старик, такой же, как я сейчас, весь седой. Говорит: ты боишься? Не бойся, тебя не убьют, вернешься домой. И Егор вернется, а Степан погибнет. Так все потом в точности и случилось. Тяжелым ранением встретил я в госпитале День Победы. Вернувшись после войны, Сергей Паршуков продолжает учительствовать. Но вскоре с педагогической деятельностью ему пришлось расстаться, так как Рейно не понравилось, что педагог усердно посещает церковь. На 43-м году жизни он отправляется в Сыктывкар, работать старшим экономистом речного пароходства. Но путь его был уже предопределен. Еще в детстве было видение, будто ангел трижды обвел его вокруг Муелдинской церкви. Ангел уверенно вел вчерашнего фронтовика к предназначенному служению. Церковь тогда была одна на всю республику, в местечке Кочма, в пригороде Сыктывкара. Он обучился церковной службе, стал алтарником, позже был рукоположен в диаконы, а затем в священники. Сначала он служил в Айкино, затем переехал в Ухту служить в Стефановском храме. Но это и было недолго, так как начались гонения против церкви. Ему в 1965 году пришлось уехать из республики Коми в Среднюю Азию, для того, чтобы там, среди казахов, в далеком городе Чулкар, молиться Господу. Но через 2 года он снова вернулся на север. Сначала он служил в Котласе, затем 11 лет прослужил в храме села Иб, пока не уволился в заштат по старости. Проповеди сельчанам он читал на родном коми-языке и службу частично вел по коми. Выйдя на пенсию, он схоронил жену, матушку Марию, и вот ему перевалило на 9-й десяток. В храм он приходил издалека. Дом его находился в одной из окрестных деревушек. Придя в храм, он низко кланялся иконам, затем сразу шел в алтарь, где стоял всю службу. Внешне он очень напоминал облик Николая Чудотворца. Такой же высокий лоб, окладистая борода. Ему было видение, будто остается жить всего 3 года, и видение это отец Сергий истолковал как знак. К тому времени открылся Ульяновский монастырь, и отец Георгий, настоятель Свято-Вознесенского храма в селе Иб, предложил батюшке принять постриг. За тобой уход будет, а главное, у тебя опыт большой, будешь настоятелем храма. А вскоре после этого, благодаря Господу, он перешел в Ульяновский монастырь. На память отцу Георгию он подарил свой наперстный крест, что молился за него. Старинная антикварная вещь, созданная еще во царствовании императора Павла I. Без подарков он в храм очень редко приходил. Детям всегда приносил конфеты, а взрослым книжки, иконы, и всегда подписывал их своей рукой. Обет, данный матерью, свершился в 1996 году, когда в Ульяновском монастыре священника Сергея Паршукова постригли в схиму с именем Кирик. В таком ангельском чине он прослужил всего полгода. Отец Сергий доносил Слово Божье для людей, не знающих и не понимающих русскую речь на коми-языке. Как православной старушке исповедоваться, если она не знает русского языка? После его проповедей в храме люди плакали, они очень любили своего батюшку. 17 декабря 1996 года в Ульяновском монастыре на 87-м году жизни отошел Господу ее духовник, отец Кирик. Богом было дано, чтобы старейшего священнослужителя земли Коми хоронили на праздник Николая Чудотворца, когда Сыктывкарская епархия праздновала свой первый годовалый юбилей. Я считаю, что схимонах Кирик, народный батюшка, патриот с горящим живым сердцем, неравнодушный к народу. Его сила духа выковывалась не только во время болезненного детства, при выборе жизненного пути молодого сотрудника НКВД, на передовых линиях фронта Великой Отечественной войны, но и в молитвенной тишине некогда поруганных храмов, в
благом деле доносить Слово Божье для людей, не знающих или плохо понимающих русскую речь.